Малина менен оокат кылып келатабыз да. Малина жок. İşte дыйкандарды караш керек болуп калды да. Поливной сууну вовремя жеткирип берсе, элдер жерлер кымбаттап кетти да. Улан Буронбаев живет в селе Кунту Сокулукского района. Больше 8 лет он занимается выращиванием малины и этим же зарабатывает на жизнь. Как отметил садовод, в этом году в сезон от продажи ягоды он получил в 2 раза больше прибыли. Если раньше оптовая цена килограмма малины стоила 50-60 сомов, то в этом сезоне она повысилась до 100. А продавцы на прилавках килограмм продают вовсе за 150, 200, 250 сомов. Урожайный сезон не для всех фермеров выдался прибыльным. Есть те, кто из-за нехватки поливной воды и вовсе остался без урожая. В этом году у всех урожай не очень. Основная причина, думаю, из-за погоды и нехватки поливной воды. Но цена хорошая по сравнению с прошлым годом. В этом году высокий спрос был и на ежевику. Естественно, цена ее не могла не обрадовать местных фермеров. В последний месяц лета 1-литровая банка ягоды стоила 200-250 сомов. А вот один выращенный саженец – 400 сомов. Специалисты связывают рост цен с пандемией коронавируса, так как именно эти ягоды повышают человеку иммунитет и очень полезны. Именно ежевика занимает 25 гектаров земли по республике и в год дает 20 тонн урожая. Все арбузное поле по стране составляет 10 тысяч гектаров. В среднем в этом сезоне фермеры собрали 220 тонн урожая. Это чуть больше сравнительно с прошлым годом. Но несмотря на это, стоимость его тоже повысилась. Раньше килограмм ягоды стоил 5-10 сомов, а в текущем году его минимальная цена составила 15-20 сомов. Мы слышим то, что отечественная продукция уходит в соседние страны, как Казахстан и Россия. Забирают даже с поля. Собственными глазами, конечно, я не видела. Но такая практика есть, и каждая наша продукция уходит. Поэтому цены сейчас дорогие и менее качественные, мелкие. В Минсельхозе отмечают, что с каждым годом все больше фермеров интересуются садоводством. Благо сейчас с экспортом проблем нет. Лаборатории страны выдают международный сертификат качества. На данный момент эти ягоды вывозятся в Россию, в Казахстан и Беларусь. В общем, за этот год экспорт арбуза составляет почти 2730 тонн. В основном уходит в Россию, Казахстан и Беларусь. Мы предлагаем фермерам хорошие условия по выращиванию этой ягоды. По данным Нацстаткома, кыргызстанские фермеры за 6 месяцев собрали урожай на 64 миллиарда 646,4 миллионов сомов. Эти цифры сравнительно с прошлым годом на 1,6% больше. Мирлан Маматалиев, Айгерим Тохтоналиева, Тынштык Кульбаев, Нью ТВ.